До приезда в Таджикистан знали о нем практически ничего. Не рассматривал вообще этот город, наверное, и страну для какой-то миграции. Но купили сюда билеты, прилетели и были просто, наверное, поражены гостеприимностью, отзывчивостью людей. Было даже немного стыдно, насколько мало мы знаем об этой стране, на самом деле удивительной. Тут, наверное, самое прекрасное, что здесь есть, это, наверное, люди, просто фантастика, я не знаю, каждый день такой немного разрыв с шаблона даже, то есть то, что мы привыкли в России, где вам хамят, грубят даже. Мы ходили делать регистрацию, там прекрасные женщины, которые работают вроде бы в госучреждении, где мы непременно в России вам нахамят. Здесь очень приятные, такие прям, душевные люди. Я не знаю, что сказать. К сожалению, в России каких-то глобальных контактов у меня не было. Единственная коммуникация, которая лично у меня была, таджики у меня немножко делали ремонтные работы. И немножко сталкивался с таджиками на рынке, когда мне продавали фрукты. То есть мое представление было о том, что люди всегда готовы тебя выслушать, всегда готовы пойти навстречу. И те работы, которые они делали у меня, они были выполнены очень качественно. И то есть я порой, если бы я выбирал и из своих соотечественников, и из таджиков, я бы склонялся к таджикам не потому, что эта работа стоит там чуть дешевле, а потому что она выполнена на совесть. С первого взгляда, вроде как люди живут не очень богато, хотя на улицах, насколько я вижу, очень много дорогих машин. То есть российские встречаются редко. В основном я вижу иномарки. Может быть, у вас они дешевле, но вроде как достаток есть у людей. Степень жизни. Нужно какие-то тогда критерии, по которым это оценивать. То, что видели. То, что я вижу. Мне кажется, что здесь достаточно безопасно. По крайней мере, по моим ощущениям. Сложный очень вопрос. Очень сложный вопрос. А все познается в сравнении. Вы знаете, если я сейчас вам скажу, что приехав в Москву, например, или в Лондон, оставив там какой-то счет в ресторане, давайте посмотрим, сколько люди получают, грубо говоря. А если здесь же люди получают какие-то заработные платы, и при этом они могут себе позволить покушать хорошо в ресторан, сходить, в чем я убедился, что здесь люди очень много посещают эти заведения. Я делаю выводы, что здесь люди живут прекрасно. Все познается в сравнении, я вам так скажу. А всех денег не заработать, это золотое правило. Честно, у нас отношение к гражданам Таджикистана, я сам из Дальнего Востока, нейтральное абсолютно было. Но я знаю то, что в Москве, Московской области не совсем лояльные отношения. Но когда мы сюда приехали, честно, удивлены были, очень приятно. Люди очень добрые, отзывчивые и стараются помочь. Очень приятно, город красивый. Одни положительные эмоции, честно, прям от души спасибо очень большое. Я бы точно сказал, что есть еще далеко куда стремиться. И очень много еще чего нужно сделать, на мой взгляд. И в плане медицины, и в плане безопасности дорожного движения, и в плане вообще общего развития, на мой взгляд. Ой, классные цены. То есть продукты молочные, продукты, кисломолочка у вас просто, объективно вкуснее, чем в России. Кто бы что ни говорил, это факт. Прекрасные йогурты, сметаны, то есть все очень вкусно готовится и очень недорого. Но цена на мясо, конечно, примерно как в России. Вы имеете в виду перестрелка пограничников? Да, у нас в новостях об этом говорили, причем я так понял, что это происходит достаточно часто. Но вроде как по итогу удается урегулировать эти конфликты. Так как я тоже пересекался в России с гражданами из Таджикистана, я уже понял, что насколько у них хорошо развит русский язык. Меня заинтересовало, как люди живут здесь, какими обычаями. То есть мне в первую очередь понравилось, что здесь доступность русского языка. Мне большое спасибо всем, кто принимает в этом участие, что здесь он на высоком уровне, можно разговаривать со всеми, практически с любой проблемой можно подойти. Когда я сюда летел, мне казалось, что тут нет просто ничего.
Нет ни таких красивых дорог, нет ни таких красивых домов. Мой опыт, я побывал в разных странах. Я был в Таиланде, я был во Франции, я был в Ницце, я был в Дубае. И вот сравнение Душанбе для меня больше всего похож на Дубай. Это великолепная архитектура, это нескончаемая стройка, это настолько красивые, чистые и ухоженные улицы, очень приятно. Но здесь люди намного лучше, чем в других странах мира. Они настолько к нам уважительно относятся, тепло относятся. Огромное вам спасибо. Я очень рад, что я здесь нахожусь.